Добрый день, дорогие зрители! Мы рады приветствовать вас на матче женского чемпионата Республики Беларусь между футбольными клубами «Витебск» и «Зорко БДУ». Прослушайте составы играющих сегодня команд. Команда гостей – футбольный клуб «Зорко БДУ». Номер 12 – Крылова Виктория. Номер 4 – Иванчик Дарья. Номер 5 – Киянка Кристина. Номер 6 – Мирошниченко Лиана. Номер 11 – Васильева Алина. Номер 13 – Щерба Алина. Номер 17 – Воскобович Надежда. Номер 19 – Гирчиц Полина. Номер 21 – Шмаровская Диана. Номер 75 – Болотянова Елизавета. Номер 97 – Бенкевич Яна. Запасные игроки. Номер 1 – Камлюк Екатерина. Номер 8 – Копыша Ольга. Номер 10 – Дубовик Ксения. Номер 14 – Чиюк Екатерина. Номер 16 – Жиголка Лилия. Номер 23 – Лобашова Анастасия. Номер 24 – Кривко Анастасия. Тренер команды Русецкий Сергей. Команда футбольного клуба «Витебск». Номер 16 – Скрипунова Ангелина. Номер 6 – Рай Яна. Номер 7 – Карпова Ксения. Номер 8 – Романчук Каролина. Номер 9 – Якушевич Александра. Номер 17 – Бузинова Елена. Номер 18 – Калоша Ксения. Номер 21 – Игруша Анастасия. Номер 22 – Сидорчук Анастасия. Номер 77 – Верхолайцева Екатерина. Запасные игроки. Номер 1 – Козлова Дарья. Номер 4 – Олещенко Яна. Номер 5 – Мируца Маргарита. Номер 13 – Шараева Александра. Номер 14 – Логинова Виктория. Номер 15 – Кучмарева Евгения. Номер 19 – Качан Елизавета. Тренер команды Вехтев Сергей. Судейская бригада в следующем составе. Главный судья Грицук Павел, помощники судьи Торпиков Роман и Титуленко Александр. Резервный судья Забелла Павел, инспектор Лавский Михаил.
53. Сколько по вашему? Сколько время? 53, вон оператор. Я вас убираю. Почему они с того начинают? Вон оператор. Час. Все, мы к часу будем готовы. Все хорошо. Я еще не с того начал. По вашим часам. Если ваша форма соответствует, я думаю, она не соответствует.
Внимание, звучит государственный гимн Республики Беларусь. Здравствуйте, дорогие болельщики и любители футбола. Я, Владислав Рункевич, приветствую вас в матче 20-го тура женской высшей лиги по футболу, где сегодня встретятся Витебск и Зорко БДУ. На самом деле очень интересный матч нас ожидает, и давайте сразу приступим к стартовым составам команд. Начнем с хозяев поля, с Витебска. В воротах номер 16 Скрипунова, 6-я Рай, 7-я Карпова, 8-я Романчук, 9-я капитан команды Васильева, 16-я Якушевич, 17-я Бузинова, 18-я Калоша, 21-я Игруша, 22-я Сидорчук, 77-я Верхолайцева. Главный тренер команды Вехтев Сергей. У Зорки сегодня в воротах номер 12 Крылова, 4-я Иванчик, 5-я Киянка, 6-я капитан команды Мирошниченко, 11-я Васильева, 13-я Щерба, 17-я Воскобович, 19-я Гирчиц, 21-я Шмаровская, 75-я Болотянова, 97-я Бенкевич. Главный тренер команды Русецкий Сергей. На самом деле о матче уже давно стало известно, и, конечно же, футболистки готовились к нему с нетерпением. Много было комментариев сторонних экспертов о том, что матч тоже пройдет такой в агрессивном таком настрое, в ключевой борьбе, да, за мяч, поскольку команды настроены очень сильно, очень хорошо, и поэтому рассудит эту встречу опытная бригада арбитров. Давайте я представлю их. Главный судья Грицук Павел и его помощники Торбяков Роман, Стуленко Александр, Изабелла Павел. Ну что, начали мы матч. Видим, как витебчанки потихоньку начинают как-то развивать свою атаку, но и сразу же максимально высокий прессинг в исполнении Зорки. Да, на самом деле команда Русецкого Сергея всегда, какой бы соперник бы ни был, будь то Динамо Бгув, будь то Динамо Брест, вот этот прессинг в начале матча показывают, и действительно порой это дает свои плоды. Но видим мы, как хорошо развивается сейчас атака у Витебска. И вот он, первый удар. Ух, как опасно. Даже первая минута еще не закончилась, но атака продолжается. Наносила Верхолайцева этот удар. Ну да, и вот Игруша тоже здесь пошла в обводку. Снова Верхолайцева. Присматривается она, конечно же, да. Опасно может сегодня такие угрозы вот наносить. Сразу с ней отыгрываются ее партнеры по команде. Снова подача в штрафную. Ух, там не попадает по мячу Игруша. Но не было ли там офсайда, тоже вопрос такой вот. С этого ракурса, конечно же, я вижу, как и вы, что, возможно, офсайд и мог быть. Да, так оно и есть. Был офсайд у Игруши. Ну и вот теперь первая атака Зорки. Посмотрим, что девушки предпримут. И сразу смотрите, как быстро побежали вперед девчонки. Да, не сильно заметны их номера на самом деле, поскольку форма такая у них фиолетовая, и номера тоже такого оттенка. Но будем сейчас, конечно же, смотреть, где кто располагается. Понятно, основные позиции мы знаем, зафиксировали.
А что касается положения дел вообще, в принципе, в турнирной таблице, можно чуть рассказать, где команды находятся. Зорко борется за тройку, причем пока что успешно, не отпуская далеко своих главных конкурентов Неман и Днепр, имея в активе 37 баллов после 19 сыгранных встреч. Витебск же находится на 8-й позиции с 13 очками. Позади только Брест и сборная Гомельской области, имея по 3 балла в активе. Ну и Витебску можно догонять потихоньку команду АБФФ, которой 20 очков. Разница всем, я думаю, вполне достижима. Ну а касательно вот как раз-таки, да, положения Зорки. Получается, что если сегодня Зорка одержит победу, она обгонит Днепр Могилевский и тем самым поднимется на 4-ю ступеньку, имея, как и Неман, в активе 40 очков. И вот тут, конечно же, борьба будет уже не шуточная. Лидер чемпионата «Динамо Бгуф» 57 баллов имеет в своем активе. Беспроигрышная серия идет у этой команды. И, конечно же, максимальная, я думаю, красивый футбол по белорусским меркам показывает эта команда. Следом за ней идет Минск, 51 балл. Ну, тоже неплохо, конечно же, вот они, лидеры чемпионата. Ну, а пока давайте посмотрим на исполнение стандарта от Зорки. Идет подача в штрафную, и выше ворот летит мяч. Ну, хорошую подачу Мирошниченко исполняла, капитан команды. Вот, кстати, на кого сегодня стоит обратить внимание, так это, пожалуй, как раз-таки у Зорки на капитана команды Мирошниченко. Имеет она в активе своем 11 забитых мячей уже в этом чемпионате. И тоже один из лучших бомбардиров клуба. Ну и вообще, в принципе, игрок. Не зря она капитан своей команды. А что касается Витебска. Это тоже очень интересная картинка. Бузинова, Верхолайцева и Васильева. Вот именно те игроки, которые имеют в своем активе по 8 забитых мячей. Ну и видим мы, как нагружают сейчас, пытаются нагрузить Скрипунову. Игроки Зорки, почувствовали они все-таки, что они лидеры чемпионата. Так сказать, ну, по крайней мере, не лидеры чемпионата, но выше располагаются Витебска и сильнее входят те самые лидеры. И сильнее чисто физически и в моральном плане, поэтому, возможно, так вот они и будут поддавливать на Витебск. А что касается, кстати, Витебска, ну, команда, которая показывает абсолютно интересный футбол, особенно вот играя с лидерами, да, тем же Динамо, Минском, Днепром. Получается, что команда очень хорошо прессингует, очень хорошо давит. Есть моменты, когда просто максимальная сыгранность. Есть моменты, когда просто игроки показывают свой уровень. И в любом случае, я сразу скажу, что это заслуга главного тренера, да, Сергей Вехтев, он молодец. На самом деле, ему помогает также вот Шелковская Виктория. В протоколе тоже она значится как один из главных, так сказать, рулевых командой нашей Северной Витебска. Ну и, в принципе, вот, да, можно заметить, что та же в Витебске, да, и Груша очень агрессивно так настроена и в положительном плане, я имею в виду. Игрок, вот прямо сейчас она встречается с мячом, сохраняет его. Ну и вот, мяч покидает пределы поля. Васильева, капитан команды, тоже вот 9-й номер у Витебска. Сегодня ее отметил главный тренер Зорки как одну из тех, кто может угрожать воротам его подопечных. Что касается, кстати, вот не только полевых игроков, да, но и наших вратарей, что Крылова у Зорки, что Скрипунова у Витебска, от матча к матчу, не сказать, что максимально уверенный футбол показывают,
Но порой выдают такие матчи, что я думаю, что даже Динамо Бгувк, возможно, где-то задумывалась о смене голкипера, поскольку вот особенно если вот у Витебска такие пару матчей, пару моментов, были они в обзорах нашей группы в Инстаграм, что просто тащила Скрипунова, по-другому и не скажешь. Идет подача в штрафную, там все в порядке, но атака продолжается. И вот Игруша с мячом. Игруша там выставлял для Сидорчук мяч. Ну а здесь не подоспели ни Рай, ни Васильева к мячу, ни Верхолайцева. Ну и вот продолжается такая пока у нас борьба в центре поля. Бузинова здесь тоже борется за мяч, активно на левом фланге. Но Зорко, конечно же, потенциал игроков гораздо больше, гораздо выше, сильнее. Вот буквально в недавнем своем последнем интервью Сергей Русецкий, главный тренер Зорки, говорил о том, что много травмированных, к сожалению. Смоловская, к примеру, там была на отработке, и вот по последнему матчу, где Зорка уступила Минску 1-4, есть вопросы. То есть, забить сегодняшнему Минску, это, согласитесь, пожалуй, может удаваться только Динамо Бгувк, да, там Неман еще может что-то попытаться сделать. Ну, а в принципе, вот Зорка, конечно же, хорошо себя проявила в отсутствии даже, да, такого какой-то, не пол состава команды, но тоже одних из лидеров своей команды. И вот про что говорил Сергей Русецкий, что нужно в женской высшей лиге пытаться создавать вот этот вот резерв кадровый, да, когда есть кому заменить вышедших из строя игроков, поскольку вот тот же Витебск, да, страдает. Та же Бобруйчанка, тоже девочки очень многие где-то работают, кто-то ездит из Минска, и эта тема зачастую поднимается, особенно зачастую поднимается вот этими середняками, да, клубными. На газоне мы видим сейчас 18 номер Витебска лежит, Калоша. Держится она то ли за плечо, то ли за голову, за лицо. Не понимаю пока что там случилось. Сейчас мы посмотрим. Да, попадает очень грубо. Там и как раз таки и в плечо больше прилетело, нежели по лицу. Но по лицу тоже досталось. Вот у нас уже медперсонал на поле. Конечно, да, мы желаем девушкам обходиться максимально постоянно без травм. Так вот, что касается, да, тех кадровых резервов, то есть все середняки клубные наши, женской высшей лиги, ну и даже тот же сборная Гомельской области, Брестская Динамо, постоянно говорится о том, что нету кадрового потенциала такого, который мог бы создавать конкуренцию, да, тому же Неману, Минску, Динамо, где девушки играют на постоянной основе. Но, в принципе, вот тоже касательно от матча к матчу. Бывают матчи, что вот эти вот середняки, я как уже и повторюсь, выдают отличный результат, по крайней мере, по игре, возможно, не по счету, но по игре так точно. Ну, вроде бы все в порядке с 18 номером Витебска, с Калошей. Будем надеяться, там не получила она травму. Так вот, раз уже затронул тему последних матчей, да, то последний матч Зорка, как я уже сказал, проиграла Минску, а Витебск проиграл Неману на выезде со счетом 7-0. И до этого с таким же счетом проиграл на выезде Днепру. Ну, то есть вот Витебск как раз сейчас встречается с теми командами, которые борются за тройку. И я думаю, что как раз-таки Витебск и есть показатель того,
Так, кто сейчас вот из этой тройки лидер? Ну, посмотрим. Возможно, здесь помогут родные стены, да, поскольку вот мы видим воскресный день, да, уже собралось болельщиков, несмотря на испорченную погоду. И, ну и вообще, в принципе, ЦСКА Витебский, да, где сейчас проходит матч в нашей северной столице. Достаточно хороший стадион. И я думаю, что во втором тайме мы тоже увидим, я думаю, еще большее присутствие болельщиков, поскольку Витебске любят футбол. Но вот здесь в кадр очень хорошо попал Вехтев Сергей, который показывает, как нужно обращаться с мячом своим подопечным. Ну, честно скажу, вот что касается дисциплины, команда Вехтева Сергея одна из лучших в чемпионате. И с кем вот я не встречался с рулевыми других команд, Минска, Зорки, Днепр, да, Соболев Михаил, со всеми общался, все хвалят Сергея Вехтева и, конечно же, отдают ему должное за то, что он некогда играл за рубежом в европейских клубах, и это, конечно же, большой результат, особенно для развития нашего футбола. Ну, вообще, в принципе, хорошо, что вот есть такой тренер, ну и он не один, конечно же. Руководство Федерации АБФ всегда вот следит за тем, чтобы уровень чемпионата рос, тем более женского. Мы знаем об этом прекрасно, что женский футбол в последнее время набирает ход и становится все популярнее и популярнее, поэтому, конечно же, не исключено, что наша женская команда в дальнейшем сможет претендовать на какие-то высокие достижения в футболе. Пока смотрим угловой удар. Ух, как тут хорошо Скрипунова справляется от защитника. Мяч к ней прилетает, но в принципе я думаю, что там они по голосу друг друга понимали, подсказки давали. На старте чемпионата как раз-таки, ну вот момент мы видим. На старте чемпионата как раз-таки было то самое, когда очень много, даже тот же Минск привозил сам себе голов, когда не подсказывали девчонки друг другу, что там творится за спиной у одной и у второй. Но вот здесь хорошо Скрипунова отыгралась с Якушевич. Ну, здесь вот тоже прессинг от Верхолайцевой. Тут Рай прессингует уже. Ну, и на газоне оказывается Иванчик. 4-й номер Зорки. Снова Иванчик. Спасовалась она с Болотяновой. Вперед мяч далеко летит. Там Воскобович боролась за него. И вот-вот хороша позиция для удара. И летит мимо мяч. Ну, конечно, Мирошниченко. Вот это удар, вот это удар. Казалось, ворота летит. Замена в составе футбольного клуба «Витязь». Показывает нам. Вместо игрока под номером 18 Калоши Ксении в игру вступила 4-го номера номером 4 Олещенко Витебска. Олещенко Яна. Видимо, она вышла на замену вместо получившей травмы Калошу. Ну и вот уже проблема у Скрипуновой. Тоже с ногой. Но первая замена у нас была. Ну, Олещенко Яна 2003 года рождения. Не так младше на Калоши, который 2001. 2 года всего лишь разница. И, конечно же, плохо, что вот так вот получилось прямо на старте матча у нас. Но я думаю, что команде Вехтева Сергея где-то должно и повести. В любом случае. Ну и вот сейчас видим мы, как высоко все-таки будет действовать Лещенко Яна. Видимо, кто-то пониже спустится. Чем хороша команда сегодняшняя, вот Витебск? Тем, что очень показывают современный футбол.
И каждая из девушек может закрыть практически любую позицию. Универсальность игроков. Вот именно о универсальности и идет речь. Атакует Зорко правым флангом. Не получилось у Бузиновой хорошенько отыграться. Срай. Ниже, лицом. Надя, повернись. И вот как будет сейчас действовать Витебск, посмотрим с вами. Яна, выше бы. Вторая, уже, Яна. Коротко разыгрывают. Кстати, вот следующие матчи очень такие тоже интересные у этих команд. Причем, опять же, да, то есть такие не совсем, возможно, по силе равные. Минск дома здесь, в столице, примет Витебск. У Витебска не заканчиваются такие слабые оппоненты, период сильных. Поэтому я думаю, что если сегодня ухватиться за ничью, то хоть что-то должно, да, и повысить настрой. А возможно и победить, конечно же, тоже было бы хорошо перед матчем с одним из лидеров чемпионата. Ну что здесь? Хорошо, здесь все в порядке, без нарушения правил. Витебск отбивается, но атака Зорки продолжается. Игруша была первая на мяче. Пасовала на Рай, но там Рай не подоспела под мяч. С-под ног у нее Гирчиц выбивала. Ну и вот атака Васильева. Васильева вперед бежит. На Бузинова. Бузинова обратно. Здесь Мирошниченко все прочла. Ну уж слишком так расторопно действует с мячом. Сейчас витебчанки. Атака левым флангом. Воскобович. Воскобович с мячом. Хорошо. Что предпримет? Воскобович в центр отдает. Не получается обыграть у Болотяновой своего оппонента. Ну и что, да, мяч в пользу Витебска, конечно же, здесь. Побольше еще вот снова стало у нас болельщиков, видим мы. Стадион, на самом деле, тоже достаточно новый. Вот в рамках развития, да, футбола в Беларуси. Я считаю, что достаточно хорошее покрытие на нем, ну и в принципе вот позволяет устраивать матчи даже такого высокого уровня, как прямо сейчас мы можем наблюдать. И вот пока что дали подержать мяч защитникам Зорки, конечно же, тоже без мяча долго оставаться нельзя. Ну и что сказать по истечению вот этой вот 21-й минуты. Что видим мы, конечно же, силу и давление Зорки. Но в целом не было каких-то опасных угроз. Вот там только один удар от Мирошниченко там был, который действительно такой заслуживал внимания, на мой взгляд. Но пока витебчанки что? Витебчанки стремятся что-то предпринять, но спереди ничего не получается, все перекрыто. В самом начале матча тоже там, возможно, и могли возникнуть моменты, но это пока так в суматохе. Но, в принципе, как показывает практика, что голы как раз-таки следуют в основном в конце первого тайма и в конце второго. Вот именно у этих команд в процентном соотношении. Поэтому, как говорится, будем посмотреть. Болотянова очень заметно, на самом деле, сегодня в центре поля у Зорки. Много атак через нее начинается. И пока что Зорка использует эту ширину всю поля, но это ни к чему так сильно не приводит. Я бы, может быть, попробовал, конечно же, где-то на индивидуальном мастерстве, на скоростных качествах.
а пойти в обыгрыш. Но не знаю, к чему это приведет. Ну, пока вот так. Ну, тут прессинг можно, да, устраивать девчонкам из Витебска. Вот, хорошо, Игруша не успела под мяч. Да, друзья, вы не смущайтесь того, что я на какие-то моменты так реагирую. Я, как и вы, как и нейтральный болельщик. Очень мне хочется, чтобы кто-то из команд забил, поскольку, конечно же, это сразу привнесет нам краски в наш матч. И действительно добавить скоростей. Хотя и так, вот честно скажу, что в последнее время вот этот вот уже 20-й тур идет, да, женская лига разыгралась. Очень сильно девчонки разыгрались. Лидеры, понятно, и Динамо, и Минск, они практически всегда так играют. А еще Еврокубки начались. Но вот что касательно Бобруйчанки, Витебска, тот же Динамо Брест, казалось бы, но даже там девчонки как-то поактивнее пытаются перемещаться. Но вот если говорить как раз-таки про вот эту вот нашу крепкий костяк, Днепр отлично, просто девчонки владеют скоростными качествами, данными, быстро перемещается мяч. Но и еще что можно сказать, что, конечно же, ну вот сейчас вот, пускай и середина-то уже была сыграна, но сейчас тот момент, когда максимальная сыгранность у команд. Поэтому я думаю, что это, конечно же, может нам действительно отразить тут те самые реальные силы, показать, кто все-таки в чемпионате у нас чего достоин. Но и отметить можно еще тоже немаловажный факт. Сейчас посмотрим атаку с вами. Тут очень опасно. Мирошниченко действовала, подачу в штрафную, там никто не достал. Вместе с Щербой они так задумали хорошо. И вот, возможно, контратака может получиться. Если Рай там ускорится, надо чуть быстрее было отдавать вперед туда на Олещенко. Ну вот, посмотрите, как до мяча, да, так сильно не дотянулись там девчонки, кроме защитницы Витебска. Так вот, что касается, да, сыгранности. В процентном соотношении понятно, что есть лидер чемпионата, Динамо, у которого больше всего по владению как раз-таки процентов, но еще тут тоже такая опасная игра у девчонок, но все в порядке. Не свистит Грицук Павел, но еще по отношению процентному именно по таймам, то как раз-таки зачастую, ну, в турах лидирует Минск. То есть Динамо, даже вот по последним матчам, видно, что не только девушки сами играют, но дают еще и своим оппонентам поиграть. Вот, тем самым тоже, опять же, так сказать, приходя и ища различные тактики, стратегии. Тоже ведь это очень важно для любого тренера, чтобы его команда умела играть в различные стили, потому что не всегда на твоем пути будут встречаться слабые оппоненты. На газоне там, если я не ошибаюсь, сейчас Рай находится. И вот стандарт в исполнении Витебска. Ну, далеко, конечно же, до чужих ворот здесь. Поэтому приходится отыгрываться даже со своим вратарем, со Скрипуновой. Еще есть один очень такой, да, известный термин, особенно в современном футболе, что, да, вратарь, он как 11-й полевой как раз-таки игрок, который, или еще там 5-й защитник, который всегда придет на помощь, где-то разыграть мяч. Но есть и много скептиков по этому поводу. Тот же Жозе Мауриньо, да, если из таких вот прям громких имен, говорит, что только Мануэль Нойер может так играть.
Все остальное это нельзя и недопустимо, что вратарь вот выходил чуть ли не к центру поля и там отпасовывал. И с ним обратно даже мяч вратарю тоже желательно не отдавать. Поскольку вот в женском футболе особенно видим мы, как часто девчонки ошибаются. Либо не попадая по мячу, либо наоборот попадая в соперника и тем самым просто даря шанс ему забить очередной гол. Васильева здесь очень хорошо на левый фланг отдала на Верхолайцеву. Верхолайцева одну ввела, вторую. Вот Верхолайцева хорошо. Подача в штрафную идет. И гол Верхолайцева забивает. Это не просто подача в штрафную. Это смотрите, с какого угла забила Верхолайцева. Боже мой. Вот это да, на 28-й минуте. Браво, Верхолайцева, браво. 9-й гол она забивает в чемпионате. Футбольного клуба «Зорка» БДУ забил игрок под номером 77 Верхолайцева Екатерина. И таким образом 1-0 становится у нас. Вот о чем я, друзья, и говорил вам до этого. Что Витебск — та команда, которая может в любую секунду выстрелить как пистолет. И даже не будешь знать, что к чему. Кстати, вспомните вот, да, одного из лидеров Зорки, Мирошниченко, который тоже наносила похожий удар. С более тупого, конечно же, угла. Но не получилось забить. Ну и вот, видим, Ищерба сейчас с мячом. Здесь ее, так сказать, прессингует или пытается прессинговать Сидорчук. Я не скажу, что вот кого-то можно выделить, да, но если уже начинал говорить про Болотянову, то скажу и про Сидорчук. Пока что Сидорчук не сильно видна с мячом, при работе с мячом. Но насколько же хорошо 22-й номер Витебска действует без мяча. Сколько перемещений и проблем он достает вот в данном матче Зорки. Пока что за 30 минут я другого игрока Витебска не увидел. Вот Сидорчук, вот она с мячом. Правый фланг, хорошо. Здесь она отдает на Карпову. Сидорчук. Ну, тут вот Болотянова с ней решила поиграть в злую шутку. И вот Карпова с мячом. И, конечно же, вот на таком кураже Витебск, чтобы... С одной стороны, может и подловить Зорку, да, забить второй. А с второй стороны, может и наказать себя, и Зорка легко сравняет. Зорка в контратаке пока еще не бегала, но по ходу этого чемпионата мы очень много раз видели, как Зорка действует. Вот очень хорошо разыграли девчонки. Заготовка была, да. Чувствовалось, что вот как-то так должно быть. Идет подача в штрафную. Как здесь жесткая борьба. Ну что там? Был офсайд? Да, был офсайд все-таки зафиксирован. Ну и сейчас посмотрим, что Русецкий Сергей посоветует своим подопечным. Все-таки играть 15 минут еще первого тайма у нас, поэтому я думаю, что есть время для того, чтобы забить и не один мяч. Но главное тут не пропустить еще. Вот сейчас бы подоспела Бузинова, и был бы выход у нас в 3 в 1. Показывает помощник судьи, что мяч должен быть сейчас адресован в пользу Витебска. Верхолайцева. Именно она будет бросать из аута. Рай. Рай Яна. Тоже достаточно молодой игрок. 2003 года рождения она. И уже, кстати, насколько я знаю, много клубов присматривается за ней. Поскольку есть у нее такая вот отличительная черта, действительно девушка хорошо работает
как без мяча, так и на скоростных данных какие-то у нее есть показатели, видимо, да, которые говорят о том, что есть куда развиваться, есть куда расти. Ну, вот атака Зорки. Видим мы, как они через левый фланг все пытаются атаковать. Там Мирошниченко и Щерба задействовать. Вот сейчас вот у нас Бенкевич с мячом. Бенкевич совсем не точно. И вот Бузинова. Ну, выше ворот летит мяч. Ну, кстати, да, вот я не замечал. Сейчас вот понимаю, что на самом деле Крылова достаточно невысокорослый вратарь. И вот такие мячи могут и залетать. Был какой-то матч совершенно недавно. Я помню точно, что играла «Динамо». И, пожалуй, это был Брест, либо сборная Гомельской области. Так вот, «Динамо» Бугув тоже девчонки пытались так, и 2 мяча получилось забить под перекладину. Там просто был обстрел ворот. Не слишком высокий вратарь. Ну и вот снова подача. Здесь на месте Крылова. Ну, посмотрите, насколько вот уже посмелели витебчанки. При этом сохраняя и свою защитную линию достаточно глубоко. Кушевич начинает эту атаку. Карпова здесь как-то слишком долго думает Карпова. И, конечно же, не нравится Вехтеву Сергею. Я соглашусь с ним. Здесь пренебрежение большое. И выше ворот летит мяч. Ну, пошли удары дальние. Тоже это хорошо для нас с вами. Пока Скрипунова будет вводить мяч в игру. Борьба у нас здесь в центре поля с нарушением правил. Васильева оказалась на газоне. И Романчук будет исполнять этот стандарт. Далеко вперед. И какой прессинг от Райс сейчас последовал. Что, не покидает мяч поля. Кстати, Витебск сегодня еще угловых не исполнял, на моей памяти. Пытается выйти Зорка в своей половины поля. При этом, ну, такой, я бы сказал, прессинг, но не совсем он активный. Хотя 6 игроков Витебска на чужой половине поля. И вот Рай с мячом. Рай туда вперед, далеко. И здесь на выходе хорошо Крылова действует. Жонглер сейчас у нас Якушевич. Такой дальний. То ли удар, то ли заброс. Васильева исполняла. Никто не понял, что это было. Капитаны команды. И вот, возможно, хорошая атака сейчас может получиться. Но нет, позиционно все-таки решили атаковать девушки из Зорки. Снова Романчук. Рядом Верхолайцева. Ну, конечно, я думаю, что Романчук отыграется где-то с ближним. Так оно и есть. Сейчас нельзя терять вот эти вот так вот глупо мячи. Нужно все сделать с толком, с расстановкой, поскольку до конца первого тайма чуть меньше 10 минут остается. И я думаю, что Витебску главное сейчас не пропустить. В принципе, как и Зорки. Счет 2-0, это уже такой
Серьезная заявка по такой игре, какой сегодня показывает Витебский Зорко. Рай. В обыгрыш пошла. И мяч не потеряла для своей команды. Наоборот, только оставила, приблизив позиции. Ну и, конечно, не нужно торопиться здесь. Я уверен, что именно так подсказывает Сергей Вехтев своим подопечным. Хорошая атака. Сейчас у Витебска может получиться. Рай, нужно расставаться с мячом. Как-то побыстрее действовать. Потому что пока что не получается туда, вглубь, в штрафную, отправить мяч. Сидорчук хорошо отыгралась. Ну и что? Не залетает мяч в ворота. И там у нас такое сильнейшее столкновение просто. Вот то, что я и говорил. И Груша, и Крылова. И Груша вообще такой игрок, честно, отдается полностью на каждом матче. Приятно видеть. Ну, то есть такой футбол прям действительно даже не женский. Есть футболисты, которые в первой лиге так не отдаются, как отдается и Груша. Ну и вот Зорко пытается сейчас что-то предпринять. Но на кураже, конечно, на кураже витебчанки хороши. Прям видно, что они вот этот вот свой кураж поймали, родные стены. Ну и, конечно же, я думаю, что не бывает даже у топовых команд серии, когда ты постоянно выигрываешь, да, там, либо постоянно проигрываешь. Должно что-то когда-то рано или поздно заканчиваться. Но и, кстати, вот тоже, как я и говорил, уже 100% не будет такого счета у Зорки, как это было в матче Витебск-Неман и Витебск-Днепр, да, где там 7-0, 7-0. Возможно, это тоже как один из показателей, вот такой лакмусовой бумажкой выступает Витебск. Ну и пока что вот Верхолайцева там тоже на ней так сфалили очень грубо. Полежать на газончике можно, естественно. Это все время. И даже тактически тоже это хорошо. Ну и вот сколько, опять же, теперь уже игроков Зорки здесь, на чужой половине поля. Скрипунова. Хорошо, Скрипунова действует. И Груша там. Лещенко. В борьбу вступила. И вот уже кадр Сергея Русецкого, который тоже ходит, переживает, волнуется. Действительно, что-то нужно предпринимать в его команде. И я думаю, что он уже в перерыве какие-то заготовки для себя решил и придумал. Посмотрим, какие, может быть, замены у нас еще могут быть в этом матче, поскольку интересно, как будут развиваться события дальше. Что касается, да, скамейки запасных, давайте с Зорки, раз уже начал говорить, то и с нее и продолжу. У Зорки кто может выйти? Капыша, Дубовик, Чаюк, Жигалка, Лобашова и Кривко. Кстати, вот Жигалка начинала прошлый матч с первых минут у Зорки. Что касается Витебска, то здесь Олещенко Яна, Мируца, Шараева, Логинова, Кучмарева и Качан. Ну, то есть, я думаю, что скамейка такая прям по фамилиям, как у Зорки, так точно есть кому усиливать. Но и у Витебска тоже игроки, подбор хороший. Поэтому я думаю, что сейчас вот много в голове мыслей у Сергея Русецкого и, да, и у Вехтева Сергея тоже. Как сохранить счет и, самое главное, его приумножить. А пока у нас подача. И здесь как
Очередной угловой будет. Ну, Романчук хорошо отыграла. Ну и вот очередной угловой ворот Витебска. Ну, Зорко сегодня, конечно же, с угловыми пока что лидирует. Но ничего опасного еще не было придумано командой. И сейчас посмотрим. Очередной угловой уже с другого фланга. Мирошниченко будет подавать. Ну и тут уже вот большое скопище народа, я бы так сказал. И что? И вот хорошая контратака может получиться. Но нет, не решается Витебск на контратаку. Решили просто выбить мяч подальше от греха. Ну и пока такая неразбериха, успокоиться нужно, сделать нормальную расстановку, что одной и второй командам. Хорошо. Витебск действует, мяч отобран. Зорко должна теперь сделать то же самое. Смотрите, как сейчас не торопится идти в обыгрыш Бузинова. Против нее уже даже там сразу несколько соперников действует. Ну и да, вот Бузинова и Васильева еще остались, кто не забивал у Витебска для того, чтобы у них тоже стало по 9 мячей. Верхолайцева-то сегодня отличилась. Ну вот сейчас подходит уже к концу 44-я минута. Если, я думаю, и будет добавлять судья, остановок сильно у нас не было. Я думаю, что минутку, ну, 2 максимум можно накинуть. Но и то, как бы, это не обязательно, поскольку как таковых таких моментов у нас и не было. Аут в пользу Витебска. Ну и опять вот этот вот прессинг, но мне совсем непонятен прессинг и расстановка Зорки вот в данном эпизоде. То есть переместились они на чужую сторону поля, но как-то не перекрыли те самые ходы отступления, либо нападения, как кому будет угодно, для Витебска. Романчук у мяча. Далеко, выше, сильнее. Такой сегодня лозунг Романчук. Вот прессинг сразу, как хорошо Рай и Олещенко в одну ногу прессинговали. Ну и тут, да, конечно же, вот нужно вспомнить, что Шмаровская, да, Гирчиц, как раз-таки те игроки, которые вот по моим наблюдениям в этом чемпионате у Зорки достаточно хорошо действовали, когда команду именно начинали прессинговать. Вот Минск, Динамо, ГУК, да, то есть можно сказать, что Зорка, вот касательно что прессинга, команда натренирована хорошо. Ну, пока не точно. И что, у нас первый угловой будет здесь? Да, вот он, первый угловой у Витебска на уже добавленной 1 минуте к матчу. Первому тайму, прошу прощения, конечно же. Ну, тут такое напряжение. Я думаю, что забей сейчас Витебск, и вообще Зорка, я не знаю, что должна предпринимать во втором тайме. Ух, как закручивала, да? Крылова молодец, прочла и не дала второй раз подобным образом мячу залететь в ее ворота. То, что было бы максимально обидно. Вот посмотрите, какой момент, как таким приемом из борьбы. Сейчас Крылова пыталась мяч от своих ворот отогнать, по-другому и не скажешь. И еще один угловой. Подача. Крылова не совсем уверена. Крылова и что там? Свистит судья. Уходим мы с вами, друзья, на перерыв. Буквально 15 минут. Матч Витебск-Зорко. Счет 1-0. А через 15 минут встречаемся и продолжаем любоваться игрой команд.
третий раз уже здесь где-то зона найдется, либо пройти, либо через передачу начать, либо, допустим, отсюда появится зона. Раскатайте их, не торопитесь. 1-0 счет, это ерунда. Даже мастера у них не было, кто-то какая-то подача залетела, херня. Забудьте про это. Не торопитесь. Двигайте мяч, пару раз развернете, потом перейдете вот сюда. Вот здесь у нас должна быть связь. Если здесь нету Лизы Баласянова, нападающий, один из вас должен появиться здесь, нападающий, появиться здесь. Вот этим вот. У нас получается
Ну что, друзья, врываемся мы во второй тайм матча Витебск-Зорко БДУ. Счет у нас 1-0. А на самом деле красивейший гол был забит. На 28-й минуте Верхолайцева забила, закрутила мяч, обведя двух соперников. И прямо сейчас мы будем смотреть с вами, как во втором тайме Зорко будет пытаться отыгрываться, ну или Витебск будет пытаться приумножить свое преимущество, при этом сохранив ворота пустыми и, так сказать, забрав 3 очка, те самые 3 очка, которые должны прям быть уже давным-давно были у Витебска, но, конечно же, сильные оппоненты встречались на их ходу. Ну и вот, быстрая атака прямо сейчас от Зорки. Там видели мы, что и Воскобович, и Гирчиц действительно так вот друг другу помогали. Ну что, здесь на газоне у нас, я так понимаю, кто-то лежит. Посмотрим, что у нас там с девушками. Это у нас Игруша. Она упала в предыдущем эпизоде, но я думаю, что все в порядке с ней. Что касается, вот, давайте, составов команд. Могу я вам рассказать о том, кто сегодня играет у нас на поле. Витебск. Витебск в воротах Скрипунова. 6-я Рай, 7-я Карпова, 8-я Романчук, 9-я Васильева, 10-я Якушевич, 17-я Бузинова, 18-я Калоша, 21-я Игруша, 22-я Сидорчук, 77-я Верхолайцева. У Зорки 12-я Крылова в воротах, 4-я Иванчик, 5-я Киянка, 6-я Мирсниченко, 11-я Васильева, 13-я Щерба, 17-я Воскобович, 19-я Гирчис, 21-я Шмаровская, 75-я Блатянова и 97-я Бенкевич. И у нас очередной угловой удар. Я думаю, что в любом случае Русецкий Сергей что-то своим подопечным сказал, и сейчас Мирошниченко, капитан команды, должна закручивать хорошую подачу, мяч летит, ну и там покидает пределы поля. Скрипунова будет вводить мяч в игру. Ну и сейчас, конечно же, я думаю, что Вехтев Сергей тоже сказал дорожить мячом как золотом, поэтому Якушевичу должна быть чуть точнее. И, конечно же, такой футбол у нас должен быть скоростным, потому что первый тайм показал, насколько девушки умеют убегать и в атаке, и в контратаке. И сейчас Зорко атакует левым флангом. Нужно пытаться быть более внимательным девушкам. Бенкевич на Иванчик. Иванчик с мячом. Иванчик на правый фланг. Там у нас Гирчиц. Шмаровская налево. Киянка, уже центральный защитник, хорошо подключается. Снова Гирчиц. Гирчиц по флангу отдает на Иванчик. Идет подача. Покидает мяч в пределы поля. И снова Скрипунова будет действовать. Что касается вот сегодняшнего положения дел, Витебск уедет, если счет таким и сохранится, с 3 очками, при этом в турнирной таблице будет 16 забитых мячей, 16, прошу прощения, полученных очков, и оторвется он уже окончательно от Бреста и сборной Гомельской области, ну и при этом же приблизиться к команде АБФФ, что тоже немаловажно.
Поэтому, конечно, есть шансы, есть стимул бороться. Да и тем более вот игроки прекрасно понимают из Витебска, что покажи не себя, тем более в команде такой, как Зорко, против команды такой, как Зорко, есть шанс, что где-то тебя и позовут в какую-то команду чуть лучше. Поэтому девушки, конечно же, должны всегда получать полную самоотдачу и работать на максимум своих возможностей. Рай бежит вперед. Ну, как-то она не точно, нет, то ли не передача, то ли что, ногу подставляла. Не совсем понятно, что сделала Рай. Ну, хотя, с другой стороны, против нее было трое соперников. Снова Рай. Опять не точно. Но как-то Рай еще не вышла, видимо, на второй тайм. Еще в раздевалке она. Вот и сейчас тоже чуть-чуть назад передачу она сделала. И здесь не пожарить нельзя. На Зорке чуть активнее нужно действовать. Не только при отборе, но и при атаке. Поскольку вот даже прямо сейчас вот Мирошниченко с мячом. Вперед она дает на Щерба. Там Бенкевич. Вперед. Так вот попрессинговал Витебский. Снова мяч отобран. Рай. Ах, не получилось у Рай. Давать нужно было чуть быстрее. Здесь Гирчиц потеряла мяч. И вот, ох, как обидно, конечно же. Прямо сейчас Сидорчук. Ну и вот здесь хорошее забегание может получиться, но не успевает за мячом Шмаровская. И Скрипунова забирает мяч в руки. Показывает нам тот самый момент, когда могла добираться Шмаровская до мяча. Но, видимо, что какое-то солнышко даже в Витебске проявляется. Тем самым, я думаю, что погода и природа еще раз показывает, за кого она сегодня. Что все обстоятельства за Витебск, но я думаю, что Зорко еще себя проявит. В любом случае, та команда, которая борется до последнего, до финала. Вот даже снял верхнюю одежду Вехтев Сергей. Поскольку всегда вот такое вот напряжение на поле. Ну, сейчас посмотрим, как Зорко будет реализовывать этот момент. Далеко вперед. Я думаю, что попробовать можно на коротком пасе, скорее всего, вот так вот как-то девушкам, если они зорко держат мяч, то как-то быть более компактным друг к другу, потому что по-другому не получается как-то вскрыть оборону. Эти дальние забросы на скорость, ну, не венчаются успехом. Ну и тем более очень сегодня я похвалю прям и десятку Витебска. Да, это Якушевич и Романчук под 8 номером, поскольку хороши они сегодня, девчонки. Не дают они нападению Зорки что-то предпринять, причем и подключаются достаточно быстро к атаке. То есть физически готовы витебчанки одна отлично. Много раз многие рулевые отмечали, что есть у Витебска, как у команды, особенно у игроков, момент, когда они отключаются вот какими-то такими эпизодами от игры, тем самым позволяя сопернику предпринять что-то, забить какой-то гол. Вот. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, по старту чемпионата это было видно. Сейчас, скорее всего, эта проблема решилась. Но все равно, я думаю, возникает порой, как и у многих команд.
нашего чемпионата. Ну вот такую Зорка. Идет подача в штрафную. И покидает мяч в поле. Ну, который раз уже вот так вот безадресно летит мяч. И Зорке, конечно же, нужно поработать над точностью. Все-таки команда претендует на 3-е место. И я думаю, что вот пока что по такой игре, то есть тут как бы в 5-ку попасть. Ну, в 5-ку Зорка, конечно же, скорее всего, попадет там. Только Бобруйчанка на 6-й позиции. Разница вот на данный момент в 12 очков команд. Поэтому я думаю, что навряд ли Бобруйчанка догонит. Скорее всего, по ходу Бобруйчанка так и останется где-то 6-7 командой нашего чемпионата. Ну и вот, вичевчанки атакуют. Романчук вперед, не точно на Рай. И сейчас может развиваться хорошая атака. Гирчиц прорывается вперед. На Мирошниченко летит мяч. Там ее Карпова встречает. Карпова не совсем точно. И Груша выбивает мяч. Хорошо, они друг друга дополняют. Сидорчук. Не зря 21 и 22 номера и рядышком играют. Не удивлюсь, если они еще и подружки по жизни. Правда, кто верит в женскую дружбу. Вот, но посмотрим. Снова Скрипунова. Попить водички. Конечно же, нужно. Тем временем, друзья, уже пролетели 12 минут второго тайма. И пока сказать, что Зорка какие-то перемены в раздевалке решила преподнести для того, чтобы показать это на футбольном поле, так еще нельзя сказать. Ну и вот, снова преимущество позиционное у Витебска. Не спешит вбрасывать мяч игрок нашей северной команды. Ну вот хорошо, сейчас вот здесь почему бы не разыграть коротким пасом. Шире тут нужно действовать Витебску. Вот такие пасы обратно, конечно же, к забитому второму мячу точно не приведут. Можно только в свои ворота, если что, закинуть мяч баскетбольным термином. А вот Рай, Олещенко. Что, удар есть, перекладина. Гол, друзья, на 59-й минуте Олещенко забивает мяч. Вот это, конечно, да, вот это момент. Давайте посмотрим повтор. Вот здесь вот наносит Бузинова удар. Мяч в перекладину попадает, и Олещенко никто не держит, и она забивает мяч. Браво, Олещенко, 2-0. Добрый вечер, Зорка. Ну что, я не знаю, сработало ли, но вот пока что режиссер трансляции нашей отлучился из кабинета, и сразу прилетел второй гол. Я думаю, что это какая-то аура, это закономерность. Ну что, продолжаем мы. Зорка уже, конечно же, забить 2 должна. Я не знаю, что Сергей Русецкий будет предпринимать, что он там будет с тренерского мостика подсказывать своим подопечным. Но здесь нужно что-то уже в любом случае делать решительное. Мирошниченко угловой. Ух ты, как закрутила. Браво, Скрипунова. Четко действовала. Вот сейчас, вот, смотрите. А вот здесь вот тоже тут такой момент очередной опасный.
ворот Витебска. Но тут, опять же, да, давайте порассуждаем вместе с вами. Витебчанки что? Счет 2-0, 61-я минута. Игра получается. Я не думаю, да и вообще, даже вот зная Вехтева Сергея, как он играет, я не думаю, что по такой игре девушки закроются. Вот если пропустят один мяч, то, возможно, закроются. Но пока 2-0, и я не думаю, что сейчас они сядут в защиту. Должны приумножать свое преимущество в любом случае. Тем более на таком кураже. Рай с мячом. Обратно. Верхолайцева. Васильева пас на Сидорчук, там, я так понимаю, или Игруша была. Похоже, девушки. Верхолайцева. На Бузинову. Бузинова с мячом. Хорошо Бузинова поддержала, но здесь в нападении она нарушила правила. Не согласна она еще и с нашим арбитром. Поэтому получает желтую карточку за разговоры Грицук Павел. Я думаю, если бы не говорила она, не получила бы желтую карточку. Просто так начала высказывать претензии, недовольство. Ну и все. Пожалуйста. Да. Ну что, вот, пожалуйста. Прессинг от Витебска. Показывает Сергей Вехтев, как располагаться своим подопечным, какую линию прессинга держать. Ну и вот тут ошибается сейчас Верхолайцева. И как бы не получиться забитому мячу. Ух ты, аж как это действовало сейчас. 21 номер Шмаровская. Решила ударить по воротам. Ну, не знаю. Странное решение, на мой взгляд. Можно было что-то и придумать поинтересней. Но решила так решила. Эпизод заигран, как говорится. Вот девушки хорошо себя проявляют на футбольном поле. Сейчас такой позиционный футбол. Сейчас тут не совсем точно действует Гирчиц. И витебчанки решают мяч все-таки выбить. Иванчик вводит мяч в игру. Шмаровская. Шмаровская обратно сюда на Бенкевич. Левым флангом атакуют девушки. Ну и вот Витебск отобрал мяч. Посмотрите, как сейчас будет действовать Сидорчук. Сидорчук не точно действовала. Но мяч тем самым сохранив для своей команды. Просто, возможно, если бы пас был адресован и дошел до нападающего, то мы увидели бы контратаку от Витебска. Еще раз, не точно. Ну вот пошел такой брак. Я не скажу, что это из-за прессинга. Это просто, скорее всего, такое из-за подусталости и чуть-чуть такой быстрой скорости. Неточная передача. И сейчас Гирчиц мчит к воротам соперника. Здесь была эта передача читаема защитниками Витебска. Что здесь Верхолайцева? Хорошо корпус поставила и не дала она Воскобович 17 номеру Зорки.
побороться за этот мяч. Никого нету, блядь. Просто двигай, блядь. Спокойно. Скрипунова будет вводить мяч в игру. Спину ставь, Ян, спину. Второй скот. Высоко, на рай, далеко. Время. Но вот недовольна снова Бузинова действиями оппонента. Апеллирует она к судье, к его помощникам. Но вот, как мне показалось, отсюда все было в пределах правил. Корпусом там прикрыла мяч защитница Зорки. Ну что, Игруша успеет перехватить мяч? Ух ты, как там свисток звучит. Да, Игруша нарушила правила. Еще, наверное, по мячу не попала. Мог тут главный судья Грицук Павел давать желтую. Хорошая позиция. Хорошая позиция, забивная. Конечно же, хотелось бы, чтобы сейчас Зорка отличилась. Тогда у нас с вами появится интрига. Ну, посмотрим. Возможно, как-то этот мяч разыграют девушки. Вот тут Сгирчис, например. Нет, идет такая плавная подача. И бить нужно, Болтянович. Бенкевич, прошу прощения. Все, Лен, не надо стоять. Расставляемся. Ну и вот. Не получилось ничего у Зорки предпринять. Хотя был действительно реальный шанс. Видишь, свалилась близко. Туда, прошла. Уберите мяч. Шмаровская убивает мяч далеко, Расставляйтесь, Гарри. в сторону ворот. Упрощай. Но здесь все равно мяч в пользу Витебска, поэтому все в порядке. Как ты делаешь? Как? Поднимайся. Еще раз. Катя, Рай. Катя. Да. Как Рай не точно действовала. И вот Зорка хорошо может атаковать. Воскобович налево. Там Болотянова. И Бенкевич снова ударила, и мяч прилетел мимо ворот далеко. Метра за 3. Давай, давай, здесь подбор надо. Морозко, ложи. Скрипунова. Будет она вводить мяч в игру. Хорошо поборолась Васильева за мяч. Все, пауза, пауза. Пауза, уходи. Но и не будет спешить сейчас Витебск. Яна, спина. Романчук. Был матч, вот как раз-таки Витебск на выезде встречался с Могилевским Днепром. Но мне безумно понравилась игра Романчук, 8 номера Витебска. Честно, вот сегодня еще ни разу я не видел, вот кроме стандартов и хороших отборов от Романчук, ее техники, вот именно обводки, владения мячом, она в атаке очень хорошо смотрится, и тот защитник, который на самом деле вот где-то порой мне Жорди Альбу напоминает, да, правда, то есть тот действовал по флангу, но что касается с мячом или Марсела, безусловно, Романчук одна из лучших в своей команде. Ну и так вот. На газоне сейчас оказывается игрок Витебска. Гирчис там так ее. Не скажем, что атаковала, но, конечно же, там в борьбе за мяч корпусом в пределах правил прикрыла. Есть такая микропауза для того, чтобы девушки перевели дух, попили водички. Ну и сейчас вот 10 человек у Витебска на поле. Возможно, есть шанс какой-то хоть минутный для того, чтобы Зорка воспользовалась им.
Отлично действует сейчас Гирчиц. Не дает мячу покинуть поле. Но Верхолайцева там тоже проявила себя. Рай пришла на помощь. И аут в пользу Зорки. Иванчик. Вот нужно давать пас. Иванчик в центр. Там отлично Олещенко действует. Олещенко может сегодня претендовать на одного из лучших игроков матча, поскольку, выйдя на замену, забить гол, ну, это тоже стоит дорогого, конечно же. Хотя Олещенко и вышла, на самом деле, достаточно рано. Ну, не совсем точно Романчук сейчас нарисовывает эту передачу. А у нас замена, друзья. Замена в составе футбольного клуба «Зорка» БДУ. 16 номер появится на поле. Жигалка вместо Воскобович. Выступил игрок под номером 16 Жиголка Лилия. Да, вот, на самом деле, замена, которая читалась по ходу матча. Ну и тем более в прошлой игре все было наоборот. Воскобович входила вместо Жигалки. Иванчик с мячом. Неточная передача. Сейчас Бенкевич тоже теряет мяч. Ну вот Зорка атакует. Шмаровская там борется за мяч. Хорошо, в центр проходит передача, но здесь не дают ударить. Снова на правый фланг. Иванчик. Иванчик. Против нее Рай. Иванчик грузит штрафную. И что там в руках? Пенальти. Будет пенальти. Попадает мяч в руку, насколько я понял. И Шмаровская у мяча. Давайте посмотрим этот момент. Шмаровская против Скрипуновой. Удар. И не забивает. Шмаровская попадает мяч в перекладину. Что, желтая карточка голкиперу. И просит перебить пенальти. Вот это, конечно, поворот. Ну что, делаем ставки, друзья. Куда будет наносить удар Шмаровская? В то же место, либо вправо от вратаря. Возможно, как великие футболисты будет пробивать повторно туда же, куда била и ранее. Нет, влево от вратаря, конечно же. Ну и все. Засчитан гол. На 74-й минуте у нас Шмаровская получила право пробить пенальти. Забил игрок под номером 21 Шмаровская Диана. И отличилась. И сразу у нас замена. Появится на поле Лобашова вместо Гирчиц. Гирчиц Полины. В игру вступил игрок под номером 23 Лобашова Анастасия. Ну вот тут уже вот разыгралась Зорка. И вот еще один опасный момент. Что это у нас на газоне? Очень больно, конечно же. Прямо сейчас лежит 10-й номер Якушевич. Вот, о чем мы с вами, друзья, и говорили. У Скрипуновой при этом еще желтая карточка за время, да, пенальти. 2 пенальти мы с вами увидели. Ну, посмотрим, как сейчас Зорка будет себя проявлять. Хорошо, сейчас Крылова, прошу прощения, Скрипунова действовала на выходе.
А у Зорки есть все шансы, чтобы не только забить еще, но и перевести мяч, игру в победоносную для себя. Конечно, тут на максимальном таком преимуществе сейчас выглядит Зорка психологическом, хоть они и проигрывают. А вот что касается агрессии, конечно же, Витебску очень обидно и досадно. Напряженная игра у нас, и, конечно же, вот кто говорил, что в женской высшей лиге интересно наблюдать только противостояние Динамо ГУФ Минск. Пожалуйста, вот Витебск, который занимает 8-е место против Зорки. Отличный матч. По крайней мере, вот эти 76 минут смотрится с наслаждением. И угловой. Очередной угловой удар. Смотрите, какое вот уже по-другому размещение игроков. И Скрипунова забирает мяч. Торопиться не будет. Не торопится Скрипунова. Просит она помощь оказать ей. Что-то у нее с рукой, я так понимаю. Хотя вот до этого жаловалась на правую ногу. Я видел много раз, что, наблюдал, что вот как раз-таки правая нога ее беспокоила. Сейчас посмотрим, что сейчас там. Возможно, это такая хитрость, я не скажу, но я думаю, что без исключения, конечно же, это тоже спортсмены, тоже люди, поэтому нельзя доводить до такого состояния, когда уже слишком поздно. Ну и показывает Грицук Павел, что все в пределах правил должно быть. Оно так и есть. Ну и вот прессинг снова от Витебска. По правому флангу атакует Зорка, и мяч уходит за пределы поля. Тем временем, друзья, хочется отметить, что как раз-таки вот после забитого пенальти, да, картина такая вот поменялась игры. И чувствовалось до этого, что Зорка более такая, да, подготовленная команда, конечно же, лидер. Но сейчас максимально мы понимаем, что еще хватает и времени, и сил у Зорки для того, чтобы показать свой настоящий уровень. Ну, конечно, и сложно играть без тех же лидеров, да, которые травмированы. Поэтому я думаю, что тоже есть над чем задуматься, что у Зорки есть потенциал. Ой, как хорошо сейчас Рай пяточкой сыграла с Бузиновой. Бузиновой достается. И сейчас не будет спешить. Подсказывает Сергей Вехтев, что нужно предпринимать своим игрокам. Ну и что у нас здесь? Дают, да, мяч. Просит главный судья показать на точку правильную для того, чтобы ввести мяч в игру. Верхолайцева у мяча. Вперед, далеко. Игруша. Сидорчук они отыгрались. Там вот идет подача в штрафную. Не получилось у Бузиновой точно сделать удар. И вот теперь контратака от Зорки.
Хорошо, на скоростях явно видно, что Зорко сильнее витебчанок, а здесь фалит Карпова. И чуть меньше 10 минут основного времени матча осталось играть девчонкам. Счет 2-1, и я думаю, что это еще не все сказанные слова. Посмотрим, что будет дальше. Забирает мяч в руки Скрипунова. Возможно, где-то уверенность не могла пропасть, то я думаю, что психологически настроена она на такой матч. Ну и вообще, в принципе, да, как прогнозисты многие говорили, что здесь Зорко должна побеждать тоже с таким счетом а-ля 7-0. Вот сейчас вот хорошо Бузинова действует, Срай. Бузинова. Кто-то на помощь ей придет, либо нет. Вот тоже вопрос. Ну и там отбор просто замечательный. Ерманчук. Попадает соперника. Быстрее нужно избавиться от мяча Ерманчук. Вот она на Скрипунову. Отдает. Скрипунова далеко вперед и не точно, конечно же. Но здесь хороший отбор. Витебск успеет совершить. И показывает Русецкий Сергей, главный тренер Зорки, что нужно прессинг выше поднимать. А здесь Васильева, капитан команды, против нее Иванчик. Мяч в пользу Витебска. Не торопится Верхолайцева. Верхолайцева ищет партнеров. На Бузинову. Бузинова развернуться. Получается развернуться, но не проходит передача. И вот Сидорчук. Васильева. Не успевает до мяча Васильева. И здесь что? Ну да, здесь Скрипунова будет раньше на мяче. Забирает мяч в руки Скрипунова. И далеко вперед. Ух, как хорошо сейчас действуют витебчанки. В борьбе за мяч. Но там разгоняется уже и Блатянова и Бенкевич готовы вперед бежать. И как-то пропала Мирошниченко у нас. По первому тайму оказалось, что Мирошниченко должна сегодня блистать. По второму кажется, что Мирошниченко зачастую и отсутствует в матче. Аут в пользу Зорки. Что здесь с нарушением правил витебчанки забирают мяч. Смотрите, какая уже, да, женский это футбол пошел как раз-таки на эмоциях, прям будоражит девушек, показывают они, насколько готовы к самоотдаче ради победы, ну, либо, по крайней мере, вырывания ничьи. Не получилась обратная передача на Иванчик. Не торопится Романчук. Есть время. Вперед на Рай. Показывает Бузинова, прошу прощения, Бузинову. Показывает Бузинову, что мяч угодил в руку.
Верхолайцева с мячом. Ищет партнеров Верхолайцева. Хорошо, сейчас Рай. Там Карпова. Тут Якушевич вперед выбивает мяч. Игруша могла ухватиться, но не хватило ей там скорости. И на газоне оказывается игрок Витебска. Ну и что, Зорка должна бежать вперед, конечно же. Но они пока не получается. Нужно скоординировать свои силы и показать командный футбол. Потому что пока что команды Зорка, в нападении точно нет. В обороне, возможно, еще присутствует. Васильева. Эх, попадает она не совсем точно куда нужно. А Лещенко не уцепилась за мяч. И вот бегут вперед. Девушки хорошо справляются сейчас. Ну и что, второй мяч залетит в ворота? Нет, все-таки на выходе Скрипунова хорошо сыграла. Не уверенно, но хорошо. Причем неуверенность была у каждого здесь, кто боролся за этот мяч. Не знаю, вот судите сами. Будет победа Витебска? Ну, значит, заслуженно. Будет ничья? Тоже заслуженно, потому что Зорка, наиграла она, Зорка, по крайней мере, на один забитый мяч, который был забит. Но, в принципе, да и на ничейный результат тоже как бы. Почему бы и нет? Пока что просто, наверное, поинтереснее. Опять же, да, сам спросил, сам и ответил. Поинтереснее смотрелся Витебский. Как раз-таки в нападении команда из Севера была действительно командой. Вот то, что касательно Зорки, тут есть большой-большой вопрос. Иванчик. На Шмаровскую. Шмаровская смотрит, что там впереди. Предлагала себя Болотянова, но нет. Дали чуть дальше. Желтую карточку получает у нас 10-й номер. Якушевич. Нарушила, направила на Бенкевич. А это стандарт. Это стандарт, друзья. На 89-й минуте. Ну, прям как доктор прописал, я бы так сказал. Мирошниченко, это твой шанс. И шанс всей твоей команды. Для того, чтобы вырвать ничейный результат. Ну, либо Скрипунова и ее партнеры должны показать себя во всей красе. Идет подача. И не забивает у нас никто там, конечно же. Даже далеко до опасного момента там было. Показывает Скрипунова уже. Ну и что здесь? Говорит Грицук Павел не затягивать, поскольку есть уже у Скрипуновой одна желтая карточка, и может он показать сейчас вторую, и будет удаление. Олещенко. Вперед Олещенко, нужно двигать мяч. Либо не спешить здесь. Ну вот так вот Игруша как-то не по своим традициям действовала сейчас. И тем самым дала быстро вести мяч в игру Зорке. И Зорке нужно тоже продвигать, пытаться бить по воротам. Уже последние минуты добавленные начались. Еще неизвестно, там сколько судья добавил. Но я думаю, что по этой игре немного. Минуточек 2-3.
Хотя, кто знает, кто знает. Таким образом, друзья, что касательно подводим мы итоги, да, 2 минутки добавил судья. Я думаю, что уже можно как раз таки их подводить. По забитым мячам. Олещенко сегодня отличилась, и Верхолайцева у Витебска. Верхолайцева на 28-й минуте. Это в первом тайме. После чего Олещенко на 59-й сделала счет 2-0. Ну и потом пенальти. Шмаровская на 74-й минуте реализовала, сделав счет 2-1. Таким образом, Витебск. Вот и желтая карточка у нас у Игруши, 21-му номеру. Да, посыпали желтые карточки. Таким образом, Витебск, одерживая победу в этом матче, увезет 3 очка себе в копилочку. И будет уже 16 очков. Ну а Зорка так и останется на 5-м месте, отпустив уже на 2 очка Днепр и на 3 Неман. Следующие матчи, конечно же, да, для Зорки можно брать. Это будет сборная Гомельской области, там дома, я думаю, безусловно, Игруша. Да, получает вторую желтую карточку, я так понимаю, и это удаление с поля. Вот такая вот у нас концовка, Игруша. Хороший матч она провела, но в концовке начала уже агрессивно действовать и не выдержали нервы Грицука Павла. Конечно же. Судья должен оставаться судьей, поэтому здесь за разговоры, за лишнюю, наверное, свою агрессивность Игруша удаляется с поля. Ну и это 100%, друзья, последний стандарт уже. Посмотрим, давайте посмотрим, как он будет исполнен. Мирошниченко, капитан команды у мяча. Показывает Сергей Русецкий на судью, что, мол, смотри время, поскольку эта остановка не по игре. И идет подача Мирошниченко. Далеко-далеко. И уходит мяч на угловой удар. Есть еще время. Вот так вот интересно. У нас уже закончилось даже добавленное время к матчу. Но там удаление и остановки. И Грицук Павел дает играть. Дает реализовать эту угловой. Мирошниченко далеко, вперед, высоко. И все. Звучит финальный свисток, друзья. Или это угловой? Что там? Ну нет, поскольку не расходятся игроки, это еще угловой. Вот прям на самом деле, да, завораживающий матч. Где-то даже развязки позавидовал бы Динамо Гувки Минск. Я уверен, что где-то он будет в обзорах у нас, поскольку максимально напряженная ситуация вот до последних минут. Кто же все-таки станет здесь либо победителем, либо вырвет ничью. Идет подача. И что, не забивает сейчас Зорка, и тем самым звучит. Вот теперь точно звучит финальный свисток. Витебск, Зорка, БДУ, счет 2-1. Напряженная борьба, интереснейший матч. Браво, Витебск, браво, девушки, подопечные Вехтева Сергея. Заслуженная победа. Наконец-таки они ее держали. Ну что ж, друзья, с вами был Владислав Франкевич. До новых встреч на белорусских полях.